В центре внимания членов оперативного штаба текущая эпидемиологическая обстановка в стране, вопросы дежурства сводных медицинских бригад в Гудаутском ковидном госпитале, оказание медицинской помощи стационарным и амбулаторным больным, обеспечение больниц медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Главный государственный санитарный врач Людмила Скорик проинформировала министра, что наблюдается небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам Эдуарда Будба, несмотря на это, ни в коем случае расслабляться нельзя. Мы должны работать в прежнем режиме, подчеркнул министр здравоохранения. Мы все прекрасно понимаем, что ситуация у нас достаточно сложная, несмотря на то, что есть незначительный спад заболевания, но все равно ситуация должна быть нами контролируемая, поэтому я сегодня всех вас попросил здесь собраться и обсудить все рабочие моменты. По заболеваемости и ряд других вопросов мы сейчас все проговорим. Как отметила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, случаи заражения среди школьников минимальны. Мы убрали санитарные пропускники, или, как говорится, медицинский уголок на входе, то есть, который измеряет температуру, обрабатывали руки. Сейчас это делает педагог в классе, только для того, чтобы не было как раз скопления на входах. Входы во все учреждения образования открыты, то есть нету такого, что работал один вход, потоки разделены. Во всяком случае, по сухумским школам я наблюдала сама, эта практика соблюдается. Министру доложили и о работе ПЦР-лаборатории в Ачамчирской СЭС. Она запущена и работает уже неделю. Специалисты на месте могут проводить до 100 исследований в день. ПЦР-лаборатория бесперебойно работает и в Гагарской ЦРБ. В Ачамчирах работают специалисты, которые были подготовлены у нас на базе, они около месяца полтора проходили практику, обучались всему и достаточно себя хорошо показали, сейчас спокойно работают. И в Гаграх работает бригада, подготовленная в Репите, насколько я знаю. И там у них заведующий, который имеет большой опыт работы, так что там мы заняли спокойно, работа у них идет хорошо. Единственное, надо их доукомплектовать, как положено, в плане кадров, чтобы штаты были насколько это нужно. Начальник отдела фармации Минздрава Ахра Аджба проинформировал собравшихся, что медучреждения республики обеспечены всеми необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день те препараты, которые от Легия, от Темла, Сила, сегодня как раз 2 упаковки из серии Головостар. И мы выдали инфекционной больнице и мобильному госпиталю. Там тяжелые пациенты, нуждающиеся, им был произведен отпуск. Ожидаем, это ближайшее ожидание, это на следующей неделе. 50 упаковок Ахталюги и 30 упаковок Ахтембе. До этого, недели 2 вперед мы закупали 50 упаковок открытых. И все это было доведено до пациентов. То, что касаемо средств индивидуальной защиты, все необходимое, комбинезоны, защитные маски и бахилы и прочее имеются в наличии на сегодняшний день. И те остатки, которые у нас есть, они достаточны для того, чтобы до следующей поставки осуществлять бесперебойную подачу этих медицинских изделий. Главный врач Республиканской детской больницы Игорь Джопу отметил спад заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. Наблюдается небольшой спад. Здесь раньше за неделю в среднем обращалось больше 20 человек. За последнюю неделю было 14 всего обращений. Есть проблема такого рода, что мы в этом стационаре дневном, естественно, не можем госпитализировать больных. Поэтому вот именно на этом этапе госпитализации возникают проблемы, обращаемся в Гудаутский госпиталь. А в целом, можно сказать, что справились с летним сезоном. Есть небольшой спад, будем надеяться, что такая тенденция сохранится.
По словам заместителя главного врача республиканской больницы по родовспоможению Беллы Пиля, в лечении беременных женщин от коронавирусной инфекции есть изменения. Теперь все пациенты, у которых подтвержден коронавирус, кроме бессимптомных, в обязательном порядке будут госпитализированы в стационар. При этом запрещается применение антибактериальной терапии, применение гормональных препаратов с первого дня заболевания. Хочу, чтобы все были очень осторожны с беременными. Значит, не пытайтесь вести беременных без участия акушер-гинеколога. Не пытайтесь. Беременная женщина сразу отправляйте в стационар, связывайтесь с акушер-гинекологами, не пытайтесь их вести самостоятельно. Ну, на сегодняшний день 4 беременные находятся в стационаре в Гудауте. Есть еще беременные практически бессимптомные, не температурящие, которые наблюдаются врачами нашей женской консультации. Но сейчас большого количества больных нету. Завершая заседание, Эдуард Будба поручил проработать вопрос подготовки врачей и медсестер, ранее не задействованных в работе ковидных медучреждений, чаще проводить видеоконференции с российскими коллегами, обмениваться опытом и приглашать их в Абхазию, обновить протоколы лечения коронавирусных больных, усилить контроль за назначениями лекарственных препаратов врачами амбулаторного звена, направить на практику студентов медицинского колледжа. По решению оперативного штаба министр здравоохранения Эдуард Будба будет обращаться в правительство страны по вопросу приобретения для Гудаутской ЦРБ дополнительного электрогенератора. Данное оборудование необходимо медучреждению для подготовки к зиме и верным отключениям электроэнергии. Асмат Гуня, Арина Агухава, Абхазское телевидение.